связи с расширением штата вневедомственной охраны Росгвардии по городу Уфе объявляется набор мужчин и девушек. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Вадим Шакиров, начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Уфе. Вадим Фанилевич, здравствуйте. Добрый день. Ну вот мы с вами говорим о том, что сегодня в связи с расширением объявляется набор молодых людей и девушек. Да, вот конкретно кого вы ждете, мы поговорим еще немного позже. Но вообще в связи с чем объявлен набор? Да, Роза, как вы уже правильно отметили, в связи с планируемым расширением штата, в связи с объемами, нашими объемами выполнения служебных задач, рассматривается вопрос об увеличении штатной численности нашего подразделения. Почему? Дело в том, что у нас имеются потребности в значительном объеме охранных услуг. Для того, чтобы нам их, так сказать, переварить, выполнить, нам нужны, соответственно, людские силы. Многие, может быть, не знают вневедомственная охрана, в чем заключается ее функция. Может быть, вы расскажете подробнее? Подразделение вневедомственной охраны, оно входит в общую структуру, в общее построение Федеральной службы войск Национальной гвардии. Выполняет задачи, во-первых, общие задачи в рамках общего административного статуса, задачи, установленные федеральным законом о войсках Национальной гвардии, а также задачи непосредственного исполнения. Это уже непосредственно задачи в рамках частного административного статуса, определенные для подразделения вневедомственной охраны. Бытует такое мнение, что вневедомственная охрана выполняет только охранные функции. Это совершенно не так. Мы выполняем очень большой объем правоохранительных задач и зачастую где-то даже и специфических задач, кроме охраны жилища, кроме охраны объектов граждан. Кого вы принимаете в свои ряды? В своих рядах мы заинтересованы в гражданах, кандидатах в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих желание связать свою жизнь со службой в правоохранительном органе. Конечно же, стоит отметить, что гражданин, помимо желания, должен иметь четкое понимание, что ему необходимо будет выполнять задачи, связанные с обеспечением защиты наших граждан, защитой имущества. Ну и также необходимо понимать, что оценку нашей деятельности нам дает население. А поскольку мы работаем в общей системе государственных органов власти, мы обязаны соблюдать принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Какие требования предъявляются к соискателям? Ну, коротко, перечислю требования. Во-первых, гражданство Российской Федерации должно быть, не иметь судимости, успешно пройти медицинскую комиссию и иметь образование не ниже среднего полного и, соответственно, подтвердить его подлинность. Насколько сложен, в принципе, сам процесс трудоустройства? Процесс трудоустройства сложностей никаких не составляет. Его условно можно разделить на несколько этапов. Во-первых, необходимо пройти небольшое собеседование, получить в отделе кадров перечень документов, которые необходимо представить, пройти медицинскую комиссию и представить сведения для проверки. После получения результатов медицинской комиссии, проверочных мероприятий, принимается решение о заключении трудового договора и принимается решение об испытательном сроке. В последующем, после его прохождения, издается, соответственно, приказ, и гражданин уже становится полноценным сотрудником. Что касается сроков поступления на службу, законодательно так установлено, что общий срок с момента подачи документов составляет 3 месяца. Он может быть продлен уполномоченным руководителем на 1 месяц с момента подачи заявления. Гражданин должен быть уведомлен. Также хотелось бы отметить, что все зависит в первую очередь от самого кандидата, желающего поступить на службу. У нас есть случаи, когда гражданин встает с нами в один строй и нарабатывает общий стаж службы с момента подачи документов всего за 1 месяц. Расскажите, Вадим Фанилевич, а вот человек, который не прошел срочную службу в армии, может рассчитывать на то, что его примут в Росгвардии? Прохождение срочной службы не является обязательным условием для трудоустройства в Росгвардию. Кстати, стоит отметить, что Росгвардия является государственной военной организацией.
Этим вопросом достаточно живо интересуется целая целевая аудитория. И здесь есть одно нормативное пояснение. Необходимо высшее образование. Согласно закона о воинской обязанности и военной службе, гражданам, поступившим на службу в войска Национальной гвардии, непосредственно после окончания высшего учебного заведения и при наличии у них специального звания предоставляется отсрочка на период службы, на период работы в войсках Национальной гвардии, то есть в том числе и в подразделении вневедомственной охраны. Здесь тоже один момент необходимо, конечно, учесть. У нас необходимо будет им пройти определенную подготовку. Значит, этим займутся опытные командиры, начальники в лице наставников, которые дадут опыт, знания, умения, навыки, чтобы гражданин мог самостоятельно выполнять служебные задачи. Мы говорили с вами о том, что вы ждете в свои ряды не только молодых людей, но и девушек. Вот действительно ждете ли? Да, действительно это так. В Росгвардии, как федеральном органе исполнительной власти, доступ граждан на службу равный. У нас как и мужчины, так и женщины востребованы на службе. Главное пройти обязательный профессиональный отбор. Служба серьезная. Естественно, для людей, которые строят карьеру и так далее, волнует вопрос, в первую очередь, наверное, заработной платы. Да, конечно, значит, здесь можно, кроме заработной платы, еще и добавить определенные социальные гарантии, так называемые бонусы. Что касается заработной платы, заработная плата, значит, у нас составляет с учетом стимулирующих выплат премий порядка 55 тысяч, то есть от 55 тысяч она начинается, в зависимости от выслуги лет. Дополнительно, значит, к социальным гарантиям у нас предоставляется, то есть при трудоустройстве сотрудник может рассчитывать на, во-первых, предоставление жилья квартирного типа из ведомственного жилищного фонда, компенсацию за найм жилых помещений от 8,5 тысяч на одного человека, компенсация переработки, бесплатное медицинское страхование жизни и здоровья, бесплатное медицинское обеспечение, бесплатное обучение в ведомственных вузах, льготное поступление на учебу детей в школы, а также и в дошкольные образовательные учреждения. Также премирование по итогам года и премирование в течение года с учетом положительных результатов работы. Также сотрудник может рассчитывать на единовременную социальную выплату для приобретения и строительства, и также другие выплаты. Это что касается федеральных социальных гарантий. Также у нас и есть на региональном уровне поддержка, это в виде стимулирующих выплат, выплачивается на один раз в 3 месяца. Это тоже очень значительное подспорье, которое нам предоставила Республика Башкортостан. Предусматривается ли карьерный рост? Можно ли построить карьеру? Да, конечно, мы в этом и сами заинтересованы. Здесь что хотелось бы отметить, как и вы меня представили, я представляю самое крупное подразделение, полицейское подразделение Росгвардии Республики Башкортостан. У нас самый большой штат сержантского состава прапорщиков и офицеров. Соответственно, у нас есть всегда предложение, во-первых, для тех, у кого нет высшего образования, получить его в ведомственных вузах. Мы можем туда отправить на обучение. Во-вторых, сотрудникам в звании сержант и прапорщик мы всегда можем предложить определенную карьерную траекторию, значит, для повышения по службе. Соответственно, можем предложить офицерскую должность. Какое количество дней отпуска предполагается? Ежегодно по графику у нас предоставляется отпуск от 40 суток. Дополнительно к этому отпуску, к основному отпуску у нас присоединяются дни за выслугу лет. Они составляют от 5 до 15 дней. Также категория сотрудников, которые привлекаются на службу, и их обязанности связаны с ненормированным рабочим днем, им предоставляется 7 дней за выполнение задач, связанных с ненормированной работой. Соответственно, отпуск можно поделить на 2 части. Например, взять зимой, взять его летом. Зимой, если сотрудник, к примеру, является лыжником, сноубордистом, он может посетить курорты нашего региона, горнолыжные курорты. Летом он может поехать на морское побережье и, соответственно, взять определенную часть отпуска, вторую часть отпуска летом. Здесь, конечно же, нужно отметить тот факт, что у нас
проезд по территории Российской Федерации к месту проведения отпуска и обратно на сотрудника и одного члена семьи компенсируется в полном объеме, то есть 100%. Для видов транспорта это, значит, авиатранспорт, железнодорожный транспорт и, соответственно, значит, автомобильный транспорт. Мы говорили с вами, что есть испытательный срок. Расскажите, на это время есть ли какие-то выплаты, предполагается ли? Да, значит, эти выплаты, они, значит, предусмотрены общим порядком, значит, предусмотрены правительством Республики Башкортостан, утверждены постановлением номер 264 2014 года. Значит, данный порядок предусматривает трехмесячную выплату на сотрудника, на работника, который проходит стажировку, значит, в течение 3 месяцев, и составляет в размере 1 прожиточного минимума для трудоспособного населения Республики Башкортостан. Необходимо подтвердить официальное свое трудоустройство, и одним из условий тоже является, гражданин должен быть соискателем от центра занятости, то есть должен быть социальный контракт между центром занятости и соискателем, то есть гражданином, являющимся кандидатом к нам на службу. Вадим Фанилевич, ну, чтобы, если бы у наших зрителей возникнут вопросы, получить ответы на эти вопросы, куда нужно обратиться? Может быть, адрес подскажете, номер телефона? Да, конечно. Значит, все основные вопросы, связанные с поступлением на службу, с порядком прохождения службы, можно получить в управлении внешней охраны Росгвардии города Уфы. Находимся мы по адресу город Уфа, улица Революционная, 76/1, телефон 215-1030, добавочный номер 225. По этому номеру телефона ответит сотрудник отдела кадров. Вадим Фанилевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как можно нашим молодым людям, как можно решить свою судьбу и трудоустроиться в неведомственную охрану Росгвардии по городу Уфе. Может быть, действительно есть желающие, которые не знают, не могут найти свое призвание. Вот сейчас определяться. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.